В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшила. В студии Гугут Савардания. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске досрочные выборы по двум округам. Ишсол Дочи и Геннадий Цулай баллотируются в Народное собрание. Вторая жизнь железнодорожного вокзала – полномасштабная реконструкция Новоафонской станции. Пульс столицы на электрической тяге. Почему сухумский троллейбус остается самым душевным и народным транспортом республики. Тотальный диктант. Сотни жителей Абхазии присоединились к просветительской акции. 18 апреля в Абхазии завершилось голосование на довыборах в Народное собрание по Кутолскому и Ткварчалскому округам. В общем, избирательный процесс охватил 9 участков, где в списки были внесены более 4000 граждан. Выборы в парламент связаны с досрочным прекращением полномочий депутатов Вахтанга Голанзая и Германа Кочарава. За доверие избирателей боролись Геннадий Цулая и Ишсол Дочи. Предварительные итоги голосования станут известны 19 апреля. Да, проголосовал уже? До мая месяца или какого? Следующий хотел бы 160, 170. 170, да. Абхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь братскому Дагестану, где из-за проливных дождей подтоплено более 2000 домов и пострадали 15 тысяч человек. К масштабной акции наряду с руководством страны и волонтерами присоединились финалисты управленческого конкурса команды Абхазии. Молодые управленцы оперативно собрали средства и организовали поставку 15 тонн питьевой воды в районы бедствия. Спустя год после завершения конкурса финалисты продолжают работать сообща, демонстрируя командный дух и солидарность народов Кавказа. Так, вот тут здесь склад. Отсюда дальше поедет. Писать грамотно – это модно. Абхазия вновь присоединилась к международной акции «Тотальный диктант». В Сухуме основными площадками стали районные школы. Для тех, кто предпочитает дистанционный формат, была предусмотрена возможность написать диктант онлайн на официальном сайте проекта. К просветительской акции присоединилась и наша съемочная группа. А сейчас я смотрю на экран. Главная новость часа. Тотальному диктанту в этом году исполнилось 22 года. Диктант уже окончательно повзрослел, завел привычку ворчать на подростков за слово «шнейне» и даже начал задумываться об ипотеке на здание Института русского языка. Диктант «Дети», где вместо пятерки предложено ставить... Алексеевна Ганнибал. Мне классный руководитель сказал, что будет проводиться тотальный диктант, но я решил, почему бы нет, приму участие. Такие мероприятия нужны, чтобы показать себя, проверить свои знания. В классе просто классный руководитель начал разговаривать о диктанте, и я подумала, почему бы мне не поучаствовать здесь. Слованию Мария Алексеевна. Большим удовольствием приняла предложение принять участие в тотальном диктанте, так как это для меня большая честь и большая ответственность принять участие впервые в качестве чтеца. Такие акции, мероприятия напоминают нам о том, что грамотность – это не просто скучная школьная обязанность, а дань уважения к языку, к самому себе, к тому, кто нас слышит, от того, насколько мы грамотно пишем, грамотно разговариваем, от этого зависит восприятие со стороны. Поэтому это призыв всех любить язык, любить грамотно, красиво писать, грамотно, красиво говорить. Ранее я принимала участие в тотальном диктанте, но в качестве участника испытала очень хорошие эмоции, поэтому призываю всех
ежегодно принимать участие в акции «Тотальный диктант», проверять свои знания, улучшать свои знания. Чтобы подумать, просто долго точи когти о стеллаж. Я в долгу не останусь. С меня твои любимые сыры. Акция проходит больше 10 лет. Если вы слышали, в начале акции было сказано, что в России она стартовала в 2004, то есть больше 20 лет, 22 года. В Абхазии 12 лет фактически проходит эта акция в разных форматах, на разных площадках. Они проходят не только в Сухуме, проходят в Кудауте. Есть не только в классическом варианте, на который мы сегодня вот видели, да, диктант в классическом варианте. В некоторых городах проходит не совсем диктант, то есть это для другой категории детей, младших и средних классов. Формат, реально формат диктанта достаточно интересный, необычный. Это не классический диктант, который мы со школы, может быть, там с трепетом и с ужасом некоторые вспоминают, да, а достаточно интересный формат проверки себя, своих знаний, остаточных после стольких лет. В принципе, в диктанте участвуют абсолютно разные люди, разных профессий, разных возрастов, ограничений никаких нет, поэтому всех рады видеть и приглашаем на следующий год. Визитная карточка нового Афона обретает новый облик. Железнодорожный вокзал, чья знаменитая ротонда десятилетиями стояла безмолвным символом послевоенного времени, наконец дождался масштабной реконструкции. Уникальный образец советского модернизма конца 60-х годов готовится снова принимать пассажиров в достойном облике. О том, как архитектурное наследие возвращают к жизни, в нашем репортаже. Этот вид невозможно спутать ни с чем. Величественная ротонда с 10 колоннами, возведенная в конце 60-х, словно парит над морским побережьем. Вокзал Нового Афона всегда считался одним из самых фотогеничных мест республики. Кажется, сама архитектура здесь стремится к горизонту. Семья Черненок приехала на отдых из Подмосковья. Домой они отправятся именно с этого перрона. Но прежде всего обязательный ритуал – фотосессия на фоне знаменитых колонн. Для туристов это не просто транспортный узел, а точка притяжения, где история встречается с невероятной эстетикой. Первый раз пришли посмотреть, откуда мы будем уезжать домой, то, да, естественно, такую красоту надо обязательно запечатлеть, по-другому никак. Вот. Мы направляемся отсюда, потом уезжать домой, с этого прекрасного вокзала. Просто вот восхищение, вокзал просто восхищает. Мы с Екатеринбурга приехали, отдыхаем мы здесь очень часто, ну, может быть, раз в 2 года приезжаем. Было очень плачевно, когда мы видели, что такой красивый вокзал был весь разбитый, и сейчас мы просто счастливы, что идет реконструкция. Просто вот эти белые колонны, ну, незабываемо, очень красиво. Очень красиво. Мы были на море, увидели, что, во-первых, вокзал покрасили в белый цвет, и видим, что реставрация. Мы решили зайти посмотреть. Ну, невероятно, очень красиво, очень рады, что такое здание, оно уже вдохнуло новую жизнь в него. Будем к вам ездить еще и еще. Несмотря на многолетнее запустение, вокзал никогда не прекращал свою работу. Здесь по-прежнему делают остановку составы. Но сегодня привычный ритм железной дороги изменился. Стук колес перекрывает шум ремонтных работ. На объекте идет полномасштабная реставрация. На сегодняшний день поменена там кровля, уложена брусчатка. Мы видели внешний вид и будем, скорее всего, в планах будем заходить вовнутрь, то есть делать внутренние помещения тоже. Объем работы большой, да, мы заменили 650 квадратных метров крыши, получается, вложили брусчатку. Еще огромная, конечно, работа предстоит впереди, это потому что надо будет заходить вовнутрь и делать все внутренние работы. Станция в своем функционале, получается, обеспечивает, ну, получается, московский поезд, то есть Сухум-Москва, Питер-Москва. И наша Диаскурия останавливается там. То есть вокзал функционирует полноценно, хотя и находился в ненадлежащем виде. Сквозные коридоры, ведущие в уютный зал ожидания, пустовали десятилетиями. Скоро здесь снова зазвучат голоса пассажиров, заработают кассы и откроется обновленная зона отдыха. Все работы ведутся за счет средств Абхазской железной дороги во взаимодействии с реставраторами.
Все восстановительные работы мы ведем сообща с нашим историко-культурным наследием, с ведомством, и все с ними согласовываем. Ремонтные работы мы планируем завершить уже скоро. Сам вокзал начнет функционировать как вокзал, это то есть мы там будем ремонтировать помещения начальника вокзала, помещения для милиции, получается, кассы. Мы думаем, что вот по завершению мы все эти этапы, когда пройдем, мы запустим вокзал полноценно. У этого места удивительная геометрия. Архитекторы 60-х спроектировали здание так, что море между колонн кажется частью интерьера. Долгие годы эта красота была омрачена запустением. Совсем скоро вокзал в новом Афоне перестанет быть печальным памятником прошлого и вновь станет парадными воротами города. Гугут Савардания, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Самый дешевый проезд в мире и место, где можно узнать все новости города быстрее, чем из интернета. Сухумский троллейбус – это не просто транспорт, это пульс столицы. Здесь в одном салоне встречаются студенты с наушниками и старожилы с авоськами, а за окном сменяются времена и пейзажи. О жизни самого надежного и душевного транспорта Абхазии в репортаже Аэлиты Арутюнян. Его слышно издалека. Мерный гул и легкое дребезжание знакомы каждому сухумчанину с детства. В мире, где все куда-то спешат, сухумский троллейбус остается островком невозмутимости, проделывая свой путь со скоростью примерно 30 км в час. Остановить его может каждый в любой момент, а еще это самый демократичный вид транспорта. Как по мне, стали удобнее сиденья. И пожилым людям стало легче сюда заходить, потому что им лучше заходить, потому что ниже стало. Но мне комфортнее ездить на новом, потому что, как по мне, он красивее. Мне нравится его раскраска. Больше мест, там, не знаю, покомфортнее, лучше стало, не знаю, поновее. В целом мне комфортно ездить на новых троллейбусах. Троллейбус – место, где можно встретить людей разных поколений. На этом виде транспорта ездят школьники, студенты, люди почетного возраста. Здесь можно узнать о последних новостях, встретиться со знакомыми и друзьями, а самое главное – безопасно и недорого доехать в пункт назначения. Доехать до работы, учебы, просто добраться до определенной точки. Ко всем этим местам и не только троллейбус может доставить без труда. Главное – знать маршрут. В советские годы этот общественный вид транспорта пользовался немалой популярностью, но он и сейчас представляет собой востребованное средство передвижения. А еще пассажиров в этом году порадовали хорошими вестями. Троллейбусный парк пополнился аж на 10 новых машин. Это подарок от города Санкт-Петербурга. Количество мест у новых троллейбусов такое же, как и у старых, от 22 до 24. А полная заполняемость подвижного состава – 100 человек. На данный момент троллейбусы начинают курсировать с 6 утра и завершают работу в 8 вечера, а с 1 мая в 9 вечера. Аслан Алан, директор троллейбусного управления, отметил, что ожидается прибытие еще 3 троллейбусов. Также была передана контактная автовышка для контактной сети. Все машины уже вышли на маршруты. Передан подвижной состав от города Санкт-Петербург. Они отличаются от наших именно в том, что они более современного поколения. Они низкопольные, это удобно для людей с ограниченными возможностями, родителям с колясками. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас открыты вакансии на водителя троллейбуса. У нас идет набор, проводится обучение здесь. Это получается, мы принимаем стажерами и обучаем их здесь. У нас опытные водители есть, которые проводят обучение здесь. За подробной информацией можете обращаться в МУП троллейбусного управления. Мираб Малия водит троллейбус с 1980 года. Работа, по его словам, нелегкая, но несмотря на трудности, он привык к сложному графику и, конечно, к людям. Сегодня он за рулем новой машины. Раньше у нас троллейбусы были другие. А сейчас обновили наш парк благодаря нашим друзьям с Санкт-Петербурга. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их, мэру города Петербурга, его коллективу за такую большую помощь. И у нас тоже здесь пассажиры довольны этой помощью. Мы почти имеем же связь с пассажирами здесь.
разговариваем. Ну, пассажиры тоже благодарят за такую большую помощь. Троллейбусы – это живой пульс города. За все послевоенное время он не останавливался ни на один день. В любую погоду, в любое время года троллейбус неустанно выполняет свою работу, помогая жителям и гостям добраться до места назначения. Этот общественный вид транспорта неразрывно связан с людьми. Частичка истории, не канувшая в лету, а наоборот, активно взаимодействующая с населением в наши дни. Айлита Арутюнян, Заур Лиев, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения. Всего доброго!